Жители республики продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса и наших бойцов, в том числе и тех, кто был призван по частичной мобилизации. Причем люди самостоятельно организуют сбор. Кто-то шьет и вяжет теплые вещи для солдат, а кто-то уже взялся собирать подарки к Новому году для детей Донбасса. Ведь до праздника осталось не так много времени, чуть больше месяца. Павел Королев продолжит. Пункт сбора гуманитарной помощи Союза добровольцев Донбасса находится на улице Старовского. С самого утра сюда, как говорится, не зарастает народная тропа. Люди несут теплые вещи, фонарики, саперные лопатки и многое другое. По словам организаторов сбора, обеспечение у наших бойцов хорошее, но на передовой ситуации бывают разные, поэтому часть вещей в суматохе может потеряться. Знаете, хватает всего, но единственное, что в случае наступления, бомбежек и так далее, много чего из вещей исчезает. Понятно, нужны, опять же, рации, коптеры, ночные приборы, тепляки. Сейчас вот некоторые бойцы мне отдельно пишут, просят переходники на банки, кто-то еще что-то. Переходники на банки – это на армейском сленге адаптер для глушителя. А значит, нужно будет найти рукастого токаря, который сможет выточить такие детали. А тем временем умелые женщины Сыктывдинского района вяжут носки для наших бойцов. Пункт сбора таких теплых подарков организовали в районной библиотеке. Первую партию уже отправили, поэтому пока что в коробке лежит одна пара. Наши читатели, в том числе и сами мы, стали приносить как раз кто сам вязал, кто в магазине купил. Мы уже одну партию отправили, сейчас как раз еще набирается. Мы не отходим от своих гражданских позиций, мы только за акции такие, потому что мы знаем, что кто, если не мы. Между тем, сыктывдинские женщины задумались помочь не только нашим бойцам, но и подарить праздник детям Донбасса, чтобы они хотя бы на некоторое время могли забыть горечь войны и почувствовать сладость праздника. Новый год приближается. Для наших детей это всегда такой праздник. А для них-то что? Мы тут что-то посовещались с девочками со своими. Я их называю девочки. И давайте мы им что-то тоже приготовим. Не только солдатам, но и детям. Мы уже приобрели конфеты. Собрали уже более 30 подарков. Сегодня даже опять ночная неделя пошла. И опять пошли от наших районных депутатов поступили деньги. С первых дней специальной военной операции жители Коми активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Уже отправлено сотни тонн продуктов, предметов первой необходимости, теплых вещей и многого другого. И, похоже, наши земляки и дальше намерены не бросать своих. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган.